Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма бад. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дошли мы до 25-го греха. Катилю нафсихи вахи мин а'замиль кабаир. Это самоубийство. И в некоторых книгах по фикхам даже это пишется, что это больше грех, даже чем убить другого человека. И Аллах Субханаху ва Тааля, автор приводит аят, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валя тактулу анфусакум, инна Аллаха кяна бикум рахима». И не убивайте себя. И не убивайте себя, поистине Аллах милостлив к вам. То есть человек должен искать милость Аллаха, искать то, в чем стремиться к этому. Сейчас. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. А тот, кто совершит это, удванан, переходя границы, вазульман, не в своем месте, фасауфа нуслихи нара, то мы сожжем его в огне, Аллах Тааля говорит. То есть первое указание это то, что это большой грех. Во-первых, Аллах Субханаху ва Тааля запретил это. Во многих аятах приходит «Валя тактуля анфусакум». Этот же аят, который мы говорим, это сура Ниса, 29-30 аят. «Инна Аллаха кяна бикум рахима». Поистине Аллах к вам милостлив. «Ва ман яф'аль залика». Тот, кто совершит это. «Удван». Переходя границы. «Вазульман». Зулем это... не по праву. Фасауфа нуслихи нара, то сожжем мы в огне, вакяна залика аля Аллахи ясира, и это Аллаху легко, нетрудно. Аллах Субханаху ва Тааля запретил, раз, обещал ад за это, два, и потом сказал: ин таджтанибу кабаира ма тунхауна анху, если вы будете остерегаться больших грехов, которые вам было запрещено. Третье доказательство из аята, доказательство на то, что это большой грех. Нукаффир анкум сайяатикум анудхилукум мудхалян карима, то мы простим вам мелкие прегрешения, малые прегрешения. Аллах Субхану Тааля говорит, то есть если человек убил себя, Аллах говорит, мы сожжем его в огне, а если он будет сторониться больших грехов, сразу после этого говорит, если он будет сторониться больших грехов, это получается то, что до этого было сказано, это было чем? Большим грехом. Как бы указание на это. Также Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Валлазина ля яд'уна ма'аллахи иляхан ахар». Они те, кто не взывают наряду с Аллахом другому Богу. То есть не делают ширк. Это кто? Айбадур Рахман, рабы милостливого. Они не взывают наряду с Аллахом другому Богу. «Валя яктулуна нафса аллати харрама Аллаху илля бильхакки». И не убивают душу, и не убивают человеку, который запретил Аллах. То есть, если Аллах Субханаху ва Тааля запретил кого-то другого убивать, также Он запретил, как мы видим до этого аята, Он запретил и себя убивать. Также ты тоже являешься душой. И Аллах Субхану Тааля говорит, то, что Айбадур Рахман, рабы милостливого, рабы Рахмана, не убивают. Даже если тот, кого ты убиваешь, это ты сам. От Джундуб ибн Абдилля, да будет доволен им Аллах, приводится то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кяна мимман кяна каблякум раджулун». Был до вас человек,
то есть или это до уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или же этот человек был до тех людей, которым пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает из нашей уммы. Раджулун бихи джурхун, и была у него рана. Был до вас человек, и была у него рана. Фаджазиа, и не смог он стерпеть, вытерпеть. Фаахаза сиккинан, взял нож, фахазза биха ядаху, и порезал себе руку. Порезал себе руку. Ну, сейчас лезвием делают так же. Предварительно в ванну зайдя. Фама ракаа аддаму хатта мата, и не перестала течь кровь из руки, пока не умер. И не перестала течь кровь из руки, пока он не умер. И сказал Аллах субханаху ва тааля: бадарани абди бинафсихи харрамту алейхи джанна. Попытался опередить мое предопределение раб мой. То есть, если он умер, значит, ему и так было предопределено умереть в это время. Но он что? Захотел опередить такдир. Харрамту алейхи джанна. Сделал запретным ему рай. Бухари, Муслим приводится. Я сделал запретным ему рай. Это в том случае, это харрамту алейхи джанна, или потому что этот человек был неверующим, и поэтому ему рай запрещен. Или же тут устрашение идет, и то, что это ему запрещен вхождение в рай одним из первых. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тут побольше, где приходят с другой книги, возьму этот хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это приходит от Абу Хурайры: «Каля Расулуллах, ман тарадда мин джабалин факаталя нафсух ва хуа фи нарин джаханнам ятарадда фиха халидан мухаллядан фихи абада». Тот, кто прыгнул с горы и убил себя, то есть прыгнул с горы, чтобы убить себя, фахуа фи нари джаханнам, то он будет в огне в джаханнама, ятарадда фиха халидан мухаллядан, и будет он в огне адском прыгать вечно с горы. Халидан мухаллядан. То есть такое наказание за то, что он себя убил в этой жизни посредством того, что скинулся с высокого места, спрыгнул с высокого места для того, чтобы убить себя, только же и он в джаханнаме, помимо того, что там есть и так наказание в джаханнам, ад, огонь, он еще будет дополнительное наказание тем, что будет что прыгать. وَمَنْ تَحَسَّ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهِ أَبَدًا. Тот, кто выпил яд, то тот будет его глотать в адском пламени, халидан мухаллядан фиха абада, вечно, навеки вечные. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Тот, кто убил себя острым предметом, то этот острый предмет будет у него в руке в джаханнаме, и он будет протыкать себя вечно. То есть дополнительное наказание. Хотя там и так, например, даже вот если про яд возьмем, Аллах субханаху ва тааля, когда говорит про питье, то, что будут пить люди в джаханнам, он говорит то, что это будет садид, гной, который вытекает от людей, от их ран. То есть человек наказывается, кровь смешивается вот с этими жидкостями всеми, что остается до того, как то, что вытекает из него, до того, как его тело заново восстановится. И он будет, говорит, глотать его, и говорит, это не будет легким питьем. То есть будет питать отвращение, но его будут заставлять этому. И помимо этого еще будет наказание с разных сторон.
А тут он вместо этого питья еще будет яд пить дополнительно, который будет также приносить ему боль. Тут говорится «халидан мухаллядан фиха абада», навеки вечные. То тут надо понимать, что это касается, если человек неверующий. Однако у верующего человека есть препятствие, которое не дает ему остаться навечно в аду. И это таухид, единобожие. То, что он сказал «ля иляха илlallah, Мухаммад ар-Расулуллах», вот это не будет давать ему оставаться навечно. И человек, который убил себя, то он в судный день под желанием Аллаха. Если Аллах хочет, он накажет его. Если хочет, то может простить. И для этого мы можем привести хадис. То, что самоубийца, это не кафир. Если он был верующим и убил себя, то это не значит, что он стал неверующим посредством этого. И, как говорю, приведу хадис. Ученые этот хадис приводят, доказательство на то, что самоубийца не является неверующим, и он под желанием Аллаха. От Туфейль ибн Амра приводится, он из племени Даус был, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в Мекку, принял ислам и уехал к своему племени и призывал их. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, и он пришел в Медину и сказал: «О пророк, они не принимают ислам, взови же Аллаху против них, сделай дуа против них, пускай их Аллах накажет». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднял руки и сказал: «О Аллах, наставь на прямой путь племя Даус». Несколько раз так повторил. И потом этот человек, Туфейль ибн Амр, ушел, возвратился к себе племени, и через некоторое время уже с делегацией со своего племени, все племя приняло ислам, и с делегацией пришел в Медину. И жил после этого он с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине до его смерти, и после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он жил до битвы при Ямаме, в котором умер. И вот он говорит: когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, я тоже переселился к нему. И со мной был человек из моего племени, и он заболел, фаджазиа, и не смог терпеть свою болезнь, и взял лезвие и отрубил себе пальцы от того, что не смог стерпеть. Отрубил себе пальцы, фашахабат ядаху хаттамат, и начали пальцы кровоточить, и он умер от этого. И Туфейль ибн Амр увидел этого человека во сне, в хорошей одежде, в хорошем облике, но завернутой рукой, закрытой рукой. И сказал, я спросил у него, говорит, у этого человека: «Ма сана абика раббук», что сделал с тобой твой Господь? Он же убил самого себя. И он сказал: «Гафара али би хиджрати иля набийихи саллаллаху алейхи вассалям», он простил мне мои грехи по причине хиджры, потому что я сделал хиджру, переселение к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и посредством этого благого дела он простил его остальные грехи, кроме «Факаля мали арака мугаттиян ядейк», почему у тебя рука закрыта? И он сказал: было сказано мне, мы не исправим тебе то, что ты испортил. Мы не исправим тебе то есть вот этот грех, он остался на тебе. И Туфейль ибн Амр пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал ему этот сон, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллахума, о Аллах, и его руки прости». О Аллах, и его руки прости, то есть и этот грех его прости. Из этого ученые берут, из этого хадиса, то, что да, это является большим грехом, да, это даже может хуже, чем убийство другого человека, как в некоторых книгах приводится, однако он не становится из-за этого неверующим. И поэтому мы видим, что Ибн Абидин, например, в своей книге пишет то, что если человек умер, себя убил, то в этом случае его моют, в кафан заворачивают, и читается джаназа намаз.
джаназа намаз читается этому человеку. Как сказал, он привел несколько мнений в ханафитском мазхабе и сказал, что два мнения есть, и более правильное то, что этому человеку читается джаназа намаз, его гусль делается, кафн заворачивается и моется. И также это хоронят в кладбище мусульман. Хоронят в кладбище мусульман. То есть самоубийца, ему делается дуа, просится прощения, однако, как приходят по другим, если совместить другие хадисы, то в этом случае не читает ему джаназа намаз имам мечети, имам мухтасиб, например, района или муфти или так далее, и также это ученые люди не читают этому человеку джаназа намаз, порицая это действие. Однако высказывается ли соболезнование его родственникам? Да, его родственникам высказывается соболезнование, чтобы они проявляли терпение, чтобы они делали дуа за него. Вот так. И поэтому ответом, то есть это часто задается вопрос, читается ли джаназа самоубийцы, да, самоубийца читается нам джаназа намаз, все, что делается мусульманину, что делается мусульманину, и он является мусульманином, и поэтому мы не можем вывести его из ислама по причине этого греха. Да, это является большой грех, и, как мы сказали, для того, чтобы порицать, одно из видов порицания этого греха, это то, что улюль фадль говорят, то есть люди, которые имеют положение в обществе, они не участвуют в джаназа, намазе. Как в хадисах приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам, когда ему привели убийцу, чтобы сподвижники прочитали этому убийце джаназа намаз. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не возглавил этот намаз. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллази яхнику нафсаху, яхникуха финнар». Тот, кто задушил себя, тот также будет душить себя в огне. Представляете, там и так дышать нечем, как про Аллах Субхану ва Тааля говорит, дым, жара, то есть человек и так задыхается, и еще он будет себя убивать таким образом. И тот, кто себя проткнул, тот также будет протыкать себя. То есть такое наказание ему будет. Также приводится хадис, что в битве при Хайбаре был один человек, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал сподвижникам то, что этот человек, он внешне показывал, что он мусульманин, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам то, что он будет в огне. Битва при Хайбаре началась, и этот человек очень храбро сражался, но был ранен. И пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижники и сказали: вот этот сподвижник очень храбро сражался, а ты сказал, что он в огне будет. Что он будет в огне. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, он в огне. Да, он будет в огне. И тут некоторые сподвижники начали сомневаться в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако один из людей сказал: не спешите, он же еще не умер. Он не умер, он ранен только был. И ночью этот человек не хотел терпеть боль от раны и убил себя. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему доставили это сообщение, он сказал: свидетельствует то, что я являюсь пророком Аллаха, и поистине Аллах иногда укрепляет эту религию или помогает этой религии даже бираджулин фаджирин, то есть грешником, посредством грешника. Иногда Аллах Субхану ва Тааля укрепляет эту религию даже посредством грешника. То есть посредством этого многие сподвижники укрепились в своем
имане. Также приводится то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: проклинать верующего – это как убить его. Тот, кто сказал, что верующий является неверующим, проклинание верующего является как убийство его, сравнимо с убийством его. Тот, кто обвинил верующего в неверии, то он как убийца его. И тот, кто убил себя чем-либо, то будет наказываться этой вещью в судный день, то есть в огне. И в завершение, то есть он тут много не написал, автор, в завершении говорим то, что самоубийца, он является верующим. Если он являлся верующим и не совершил неверие, то есть единобожие у него осталось целым, ля илях илля Аллах не испортилось, то в этом случае он будет находиться под желанием Аллаха. Как мы вот привели хадис даже одного человека, под желанием Аллаха. Если Аллах хочет, то простит его, если захочет, то накажет, но не навечно. Не навечно, он когда-нибудь выйдет из огня, когда получит свое наказание. Если же человек не был верующим, то он будет наказываться вечно в огне. Дополнительно тем наказанием, которые будут за другие грехи, будет наказание тем, что он будет себя убивать, дополнительно тем, что будет тем, посредством чего он убил себя в этой жизни. Некоторые ученые приводят, то есть это человек, мы говорим про то, который намеренно себя убил. Намеренно себя убил. Но бывают еще люди, которые не намеренно себя убивают, то в этом случае они не получат такого наказания. Если он по случайности, по нечаянности убил себя, то это не будет в этот хукм заходить. Также некоторые ученые сравнивают с самоубийцем человека, который, например, убил себя посредством того, что не кушал, не пил. Аллах Субханаху ва Тааля велел человеку кушать и пить, и человеку является фарзом кушать то количество, которое позволяет ему жить. И если человек не будет питаться этим количеством, и из-за этого он умрет, то в этом случае он также будет самоубийцей. Также человек, например, если некоторые ученые приводят пример, если один человек сказал: я тебя убью, или, например, чем-либо другим еще пригрозил и сказал: или же ты выпьешь хамр, или же ты съешь харам, например, свинину, и человек, например, не съел свинину и не выпил хамр, то в этом случае он также будет как самоубийца. Если его из-за того, что он не съел, убьют. Если его из-за того, что он там не сделал вот это запретное, его убьет, то в этом случае некоторые ученые приводят то, что он также будет как самоубийца. Потому что в этом случае его принуждают, если тебя принуждают к чему-то, то ангелы, как мы знаем, поднимают свои перья и не записывают грехи. Не записывают грехи. И в этом случае, если тебе пригрозили жизнью, и ты не выполнил вот этот харам, как, например, съесть свинину или выпить хамр, и тебя убили из-за этого, то в этом случае ты будешь считаться, по мнению некоторых ученых, как самоубийца. Также сюда приводят, что хоть в большинство ученых и говорило раньше, то, что лечить себя не является обязанностью, они это говорили, как мы видим, если возвращаемся к ханафитскому фикху, даже вернемся, например, они сравнивают человек, который убил себя посредством того, что он не кушал харам, например, у него нету ничего кушать, кроме свинины, и он не кушает харам дип, и умер из-за этого,
то они говорят самоубийца. В отличие от человека, который заболел, и ему сказали, вот это лекарство может вылечить тебя, и он не лечился и умер, этот человек не самоубийца. Потому что они говорят и приводят доказательства, что? То, что когда ты не кушаешь, это приводит к смерти, явно. Если ты покушаешь, то ты спасешь себя от смерти, и это также явно. А если ты принял лекарство, то это не явно то, что ты вылечишься от этого. Однако есть моменты, когда, например, известно точно, что это вылечит тебя. Известно точно, что это вылечит тебя. Например, у тебя кровь течет, и есть средство или возможность там зажать руку, например, чтобы кровь не текла, или рану прижиганием остановить и так далее, а ты нет, оставляешь эту рану и не выполняешь то, что на тебя является обязанностью, то есть явно то, что может спасти тебя, то в этом случае ты, возможно, тоже будешь считаться самоубийцем. Если явно известно, что вот это лечение спасет тебя от смерти, то в этом случае мы также можем причислить к этому.